Сколько на самом деле получают сотрудники Кыргызско-Российского фонда развития, доподлинно неизвестно. Информация эта конфиденциальная, причем настолько, что об этом не смогли узнать даже депутаты парламента. На заседании комитета по бюджету мы спросили об этом у главы фонда, но она сказала, что статус организации такой же, как у Всемирного банка. Поэтому она не может разглашать информацию. Хотя, например, зарплаты депутатов, члена правительства и президента известны всем. Не ответили в фонде и на запросы журналистов. В итоге редакторы экономической программы Capital провели собственное расследование и подсчитали. Даже простой технический персонал вроде уборщиц получает в 5 раз больше, чем, например, учителя в школах. Мы долго думали вообще, как выяснить этот вопрос, и просто при обсуждении возникла идея: давайте запросим у социального фонда Кыргызстана, то есть хотя бы давайте запросим их отчисления. Исходя из этих отчислений, у нас получается отчисление 10% от заработной платы, мы будем высчитывать фонд их заработной платы. Заработная плата топ-аналитиков, по их примерным подсчетам, составляет около $5000, а самого руководителя фонда 10 тысяч, а если верить инсайду в Твиттере, все $15 тысяч. Тратить столько денег на содержание фонда, который целый год практически не работал, бизнесмены считают неправильным. За все это время кредиты на развитие могли получить тысячи предпринимателей. То же самое, какой-то сейчас промышленность, что-то модернизировать, что-то делать, да, допустим, я же опять говорю, чтобы заказать оборудование, там это оборудование нигде готовым не стоит, да, это время. Пока, допустим, я пошел в фонде кредит взял, потом пошел, оплатил там за оборудование, пока оборудование сделали, пока оно пришло, пока ее сделали ее монтаж, пусконаладочная работа, пока ее впустили. Это примерно там минимум полгода, максимум год уходит на это дело. Понимаете, вот он год стоял, да, за этот год можно было сколько было предприятий завести, я думаю, да, сколько предприятий можно было обновить, да? Из обещанных 500 миллионов Москва перевела на счет фонда лишь $350 миллионов. Большая часть из них в виде ценных облигаций находится в российских банках. Возможно, Кремль просто не доверяет Бишкеку. Между тем, кыргызстанской экономике деньги эти просто жизненно необходимы. Средства Российско-Кыргызского фонда – это фактически откуп за наше вступление в Евразийский экономический союз. То есть эти деньги нам дали на компенсацию тех потерь, которые возможны в экономике в первые периоды нашего участия в этом альянсе. И мы сейчас видим, что у нас очень серьезные падения в экономике. У нас импорт упал на 25%, экспорт упал на 6%. То есть мы видим вообще, что в экономике просто нет денег, потому что большая часть сделок совершается сейчас на бартерной основе. За неэффективную работу, кстати, руководителя Кыргызско-Российского фонда развития на днях с должности сняли. На ее место пришел экс-мэр Бишкека Кубанчебек Кулматов. Дибек Бегалиева, Азат Антымаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан.